В Старом Крыму проживает до 10 тысяч человек. По оценкам местных, 50% из них мусульмане. Есть и две действующие мечети. Одна из них – мечеть хана Узбека, построена еще в 1314 году. На религиозные праздники здесь собираются верующие, но места для всех не хватает. Многие стали приходить уже с детьми, подрастающее есть поколение. А на Байрам намаза мы здесь вот на всей этой территории, в принципе, выстилаем большие ковры. Но теперь уже байрамы смещаются все больше и больше к зиме, вы это тоже знаете. Поэтому нам надо какие-то попытки делать, чтобы это все предотвращать. Участок под закладку нового религиозного сооружения уже выделили. По проекту мечеть построят прямо на этом участке. Он расположен напротив трассы. Она будет рассчитана на 500 человек, а строительство планируют начать уже 1 июня. Если вопрос с загруженностью мечети решается, то нехватка места в учебных заведениях еще остро стоит на повестке. Второй Б-класс, комфортный, хороший класс, но площадь помещения не соответствует требованиям. К сожалению, он маленький. Директор Старокрымской школы номер 2 показывает классы учебного заведения. Места мало, но популярность обучения на крымско-татарском языке с каждым годом растет. Вместо проектных 370 в школе занято почти 500 мест. Это все, конечно, отражается и на состояние подготовки учащихся, и на ведение уроков, и на соответствующее материальном обеспечении. В школе нет кабинетов музыки, ОБЖ, библиотеки, читального и актового залов. Основной корпус Старокрымской школы номер 2 построили еще в 1916 году. Затем в 50-х пристроили спортзал и еще несколько классов. Зарема Усманова с дочерью рассматривают выставку во дворе школы. Женщина работает в учебном заведении уже 19 лет. Здесь же обучаются две ее дочери. И для всех детей нашей школы, не только для детей, родителей, горожан города. Большая мечта иметь большую свою школу с большим спортзалом, актовым залом. Планы на строительство новой, грандиозные. Школа будет рассчитана на 750 мест. Смета уже готова, но началу работ мешает частная собственность прямо посреди земельного участка. Ее оформили еще в 90-е годы прошлого века. Исторически оказались одна прямо на территории школы и разделяет только небольшой сервитут, выход за пределы территории школы к городу. И смежная идет речь о выкупе помещений для того, чтобы расширить территорию школы. Администрации города предстоит выбрать дополнительные участки для расширения площади учебного заведения в течение 7 дней, а директору написать ряд обращений к муниципальной и республиканской власти для выкупа помещений. Эльмаз Аблакимова и Алим Сейдалиев, телеканал Милет, Старый Крым.